Добрый вечер. А теперь о главном. В субботу почти незамеченная прошла новость, что Верховный суд принял решение об освобождении из заключения Дамирбека Асылбек-уулу, бывшего депутата Жогорку Кеңеша, которого задержали в феврале 2019 года в Казахстане. И Алматинский суд приговорил его в апреле того же года к 10 годам заключения за создание и руководство транснациональной организованной группой и контрабанду. Городской суд Алматы утвердил это решение в сентябре того же года, а в ноябре Асылбек-уулу был экстрадирован в Кыргызстан, и Верховный суд Кыргызской республики 19 ноября принял к исполнению приговор Алматинского суда. Однако не прошло и года, как тот же самый суд освобождает человека, который осужден к 10 годам тюрьмы с отбыванием наказания в учреждениях максимальной безопасности. Многие в Кыргызстане, в том числе и коллеги-депутаты по Жогорку Кеңешу, считают, что Асылбека-уулу в Казахстане подставили, что задержание и сам суд были постановочными, а обвинения сфабрикованными. Были даже сняты фильмы с мнениями его родственников и спортсменов, так как он спортсмен. Но в любом случае приговоренный к 10 годам лишения свободы человек реально отсидел только 1,5 года. Порядка, по-моему, 90 тысяч долларов. И прям ясно, именно из оперативных съемок видно, что, скажем, тот человек, который был, скажем, по версии следствия внедренным, что он закинул эти деньги, и эта съемка показала. И я так думаю, все-таки судья хорошо ведет, объективно, я так думаю. Осужденные к 8 годам Текебаев и Чотонов отсидели 2,5 года, и уже более года суды не могут пересмотреть их дело. Объясняют это тем, что судьи не могут менять принятые ранее решения, иначе будет разрушено все стройное здание правосудия. Но если для кого-то нельзя менять решение, то для кого-то другого изыскиваются все возможности, и ему создается как бы режим наибольшего благоприятствования. И в первых рядах привилегированных оказываются незаслуженные общественные деятели или политики, а как раз коррупционеры и спортсмены с сомнительным прошлым. Например, экс-прокурора Кылычбека Арпачиева осудили в июне 2016 года к 14 годам лишения свободы за коррупцию. Однако в июле прошлого года, то есть уже через 3 года, он вышел на колонию поселения, и есть сведения, что он уже сейчас вообще на свободе. Судьи не обходят вниманием и прежние власти. Например, того же бывшего президента можно было привлечь к ответственности за узурпацию власти, что есть серьезное наказание. Но для наказания выбрали не самые главные его преступления, а его любимца Сапара Исакова, которого по делу о ТЭЦ осудили к 15 годам, его действия по второму делу оценили на 25 лет. Но сложились с предыдущими 15 годами, 25 плюс 15, и получилось 18 лет лишения свободы. Неким иммунитетом от наказания обладают и члены ОПГ, которые даже в тюрьму попадают по своему хотению, когда это нужно для биографии, чтобы можно было потом претендовать на воровские звания. Однако такое общество с такими судьями, правоохранителями и политиками неизлечимо больно и катится под откос, если освобождение осужденных планируется и осуществляется по примеру Азиза Батукаева. Но хуже всего то, что общество такую практику не осуждает и не отторгает. Оно с этим не просто мирится, оно с этим органично живет. И следователи, и прокуроры, и судьи, и рядовые граждане, и высокопоставленные политики. А перед парламентскими выборами многие партии, имеющие право выдвигать кандидатов, даже оказываются в услужении у криминала, как сказал недавно генерал Өмірбек Суаналиев. Хозяин их всех сегодня один человек. Это глава криминала, вор в законе, которого зовут Коля Киргиз. Все остальные перед ним шестерки. Я считаю, что сейчас происходит криминализация страны. Криминал рвется во власть, продвигает во власть своих людей. Криминал билике умтулода. Өзінің кишилерин жөнөтөдө. Это была программа о главном. Ее вел я, Нарын Айып. Всего вам хорошего и до свидания.